прямом эфире «Чеченской вести» я, Рамзан Абоев, и мои коллеги-журналисты готовы поделиться с наиболее значимыми событиями. Ассаламу алейкум. Чем запомнится пятница, 29 мая? Благословенный праздник. Такие мероприятия помогают сохранять атмосферу единства и добрососедства. В Урус-Мартановском районе масштабно отметили Идаль-Адха. Рука поддержки в час трагедии. Спасибо вам всем, что вы нас посетили, что вы за нас воюете, отдаете свои жизни. Фонд Кадырова доставил гуманитарную помощь семьям погибших при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске. Встреча героя. Муслим Мальсагов завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы по бразильскому джиу-джитсу. Дорожные службы оперативно ликвидируют последствия оползня на трассе Сельментаузен-Дуцхутор. Тяжелая техника уже в строю, специалисты работают в усиленном режиме. О том, когда полностью восстановить движение, в репортаже из Веденского муниципалитета Лейлы Муртазовой. Сообщение о сходе оползня в Веденском районе поступило в экстренные службы 28 мая около 7 вечера. В результате смещения грунта был поврежден участок автомобильной дороги, ведущий к населенному пункту Дуцхутор. Донеш прослужи да подъезду до Цахавойна, пока эвакуировать не был нахумачу да хейкоса да хардот шалдат сега деге в случае ЧС на штат. По поручению Рамзана Кадырова на месте происшествия незамедлительно прибыл глава района вместе с представителями профильных служб и осмотрел поврежденный участок. Сегодня на месте ведутся восстановительные работы. Специалисты расчищают территорию и принимают меры для обеспечения безопасного проезда. Сила оползня была настолько сильна, что асфальтовое покрытие буквально поднялось и разошлось на несколько метров. По всей длине дороги образовались глубокие трещины. Как мы видим, дорожное полотно полностью разрушено. Сотрудники дорожных служб приступят к засыпке образовавшейся впадины щебнем и укреплением дороги. Также на месте оперативно организовали объездной путь для транспорта. Это позволило обеспечить проходимость для карет скорой помощи в случае необходимости и не оставить жителей без возможности передвижения. проезды хокузинек арметик засыпать еш до кон юхаляли машин шло засыпка еш истибилаш бил пока временно проезды шихал хилл существующий проездил участки остату. В тот же вечер из домов, расположенных рядом с опасной зоной, были эвакуированы 4 семьи. Это более 20 человек, среди которых 11 детей. Участок будет находиться под контролем экстренных и дорожных служб круглосуточно, пока опасность не спадет. Лейла Муртазова, Ислам Нацуров, Ахмед Хизриев. Вести. Чеченская Республика. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова оказал поддержку семьям погибших и пострадавших при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске. Продуктовую помощь получили 30 семей. Место трагедии также посетили священнослужители разных конфессий, чтобы выразить соболезнования и поддержать людей. Подробнее в нашем репортаже.
Удар, нанесенный военными силами Украины по зданию Старобельского колледжа, стал одной из самых резонансных трагедий мая в зоне проведения СВО. По данным Следственного комитета России, трагедия произошла в ночь с 21 по 22 мая 2026 года. В результате целенаправленной атаки, квалифицированной властями как террористический акт, погиб 21 мирный житель. Выполняя прямое поручение муфти Чеченской Республики, представители регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова и спецназ Ахмат Министерства обороны страны вступили на истерзанную землю с продуктовыми наборами. Передаю соболезнования в первую очередь от председателя Координационного центра мусульман Северного Кавказа шейха Салаха Джимижиева. Это чудовищное преступление, которое произошло в городе Старобельске, в педагогическом колледже. Это боль, утрата все нам. Это для мусульман и для христиан. Поэтому мы все вместе, все едино целым идем за своей цели, задачи, которые, чтобы в дальнейшем этого всего не происходило и не произошло. Передаем раненым скорейшее выздоровление, и терпение, стойкости тем, которые потеряли своих детей. В разрушенных стенах колледжа звучали священные тексты на разных языках, но единым посылом об упокоении невинно убитых и об осуждении бесчеловечного теракта. Главная задача визита – это адресная поддержка. 30 семей, потерявших ту ночь родных, также семьи пострадавших получат продуктовый набор от спецназа «Ахмат». Груз будет передан городской администрации Старобельска для дальнейшего распределения. Этих деток, которых убили такие сатанисты, больше нет будущего земного, но есть будущее небесное. Поэтому хотим сказать, наверное, от всего нашего коллектива, боевого братства, что мы посвящаем свою дальнейшую жизнь для того, чтобы наши детки жили и не брали в руки оружие. А если потребуется это сделать, то вложить в них то воспитание, чтобы у них получилось отстоять и малую свою родину, и нашу великую родину Россию. Представители фонда и духовного управления также пообщались с местными жителями, многие из которых до сих пор не оправились от шока и делились подробностями той ночи. Знаете, вот горе объединило многих людей, показало, насколько они все здесь оставшиеся, никуда не уехавшие, приняли эту бурю как родную. И это действительно так. Спасибо вам всем, что вы нас посетили, что вы за нас воюете, отдаете свои жизни, за то, что ваши матери тоже переживают, как и мы, за будущее этой страны. Фонд имени Кадырова давно известен своей масштабной благотворительной деятельностью не только на территории Чеченской Республики, но и далеко за ее пределами, особенно в зоне специальной военной операции. На освобожденных территориях регулярно оказывается гуманитарная помощь мирному населению, поддерживаются медицинские учреждения и восстанавливается социальная инфраструктура. Рабят Гайтиева, Магомед Утаков, Вести, Чеченская Республика. В честь благословенного праздника Айд-аль-Адха региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова организовал гуманитарную акцию для детей в секторе Газа. В рамках инициативы ребятам передали 1000 подарочных наборов, в которые вошли разнообразные сладости и соки. Помощь направлена детям, которые оказались в крайне тяжелых жизненных условиях. Масштабные акции по поддержке населения Палестины и благотворительная организация проводит на регулярной основе. Куратором этих акций выступает помощник главы секретарь Совбеза Адам Кадыров. Исполнение нашидов, спортивные состязания и тематические викторины. В Башкортостановском районе состоялось праздничное мероприятие в честь Айд-аль-Адха. Его главная цель – привить подрастающему поколению понимание важности и ценности этих благословенных дней. О празднике щедрости, милосердия и заботы о ближних в репортаже Дени Хамидова. Празднование Айд-аль-Адха в Урус-Мартане продолжается и на следующий день после праздничной молитвы. Для жителей и гостей организовали спортивные состязания и игры, которые собрали большое количество участников и зрителей. На площадках проводят соревнования по различным видам спорта, где молодежь демонстрирует силу, ловкость и командный дух. Поддержать участников пришли семьи, друзья и жители села.
دقر ديل ريز خولا لا خدا مالكان مثلا دال يا بيرت كيلو زنده دال مسو او بوصلشنا برتع بولش بوصلشنا برتو بزندلو يوشرا تغني ودا هوكي بر هردز دا كن عال شويه كنت شويه هوشكيت لا فوتبول والقزام يالوجا مثلا استن بركه لا هوكي جيشنا اوكمت تعمل جول ديال ادم فيرو اوتش دخول تير بيركت جول ديال دوين. Неожиданной частью праздничного мероприятия стало появление байкеров. Колонна мотоциклистов проехала по спортивной площадке, привлекая внимание гостей и участников праздника, и стала одним из самых ярких и зрелищных моментов дня. Это второй день по значимости для мусульман. Это день милости, день добра. Это один из самых лучших и прекрасных дней. И свидетельство этому вот эта картина, которую мы сегодня наблюдаем. Все вот эти вот люди, которых вот посмотри, да, они этого на уровне ДНК, на уровне духовности, они этого хотят, они этого требуют, им это необходимо. Мероприятия в честь Идаль-Адха завершились ярким салютом, который собрал жителей села вокруг площадки. Праздник вновь объединил людей вокруг традиционных ценностей, спорта и теплой атмосферы единства общения. Для участников это возможность проявить силу, ловкость и командный дух, а для зрителей провести праздник вместе с семьей и близкими. Организаторы отмечают, такие мероприятия помогают сохранять атмосферу единства и добрососедства, которая особенно важна в дни Ид-аль-Адха. Дени Хамидов, Саид Амин Мусаев, Вести, Чеченская Республика. Праздничные гуляния в честь Идаль-Адха прошли также в селе Нингихи. Для местных жителей организовали конкурсы и спортивные состязания. В течение дня молодежь принимала участие в различных мероприятиях. Особую атмосферу создавала музыка и дружеское общение. Праздник завершился красочным салютом. Все гости собрались вместе, чтобы проводить этот день яркими эмоциями. سون دیگه سون در وای پاچارم زنش می‌چین در چهارشال یحلویل وای بیل شودیله وای پراتوی وای وقت تو بخت بیاشوی چهار دادر چوان خلاص سدل ریز خیل دال سیدو یخت قطعم اول درسون هر ارگانیزواتینا قدیا قحیا جوی تربیشتو اکتیو volunteers بتسانا دیریز ولا درسون چو چقیا کم خز میره پرایتیو مثلا حقول دل ریز وای ساز مثلا دادی حبیبی. «Читай во имя Твоего Господа, который сотворил все сущее». Так началось Великое Откровение. Эти слова сегодня звучат так же живо, как и в ту ночь предопределения в пещере Хира в голосах участников конкурса чтецов Корана, который состоялся в медресе имени шейха Абдулазиза Шаптукаева. На торжественной церемонии муталимам вручили грамоты, ценные подарки, денежные средства. А тех, кто изучает Слово Творца, в репортаже Мадины Кураевой. Мероприятие началось с чтения священного Корана. В медресе имени шейха Абдулазиза Шаптукаева собрались студенты, преподаватели и гости, которые пришли на торжественное награждение участников конкурса на знание арабского языка. За этими грамотами большое время подготовки, изучения сложных правил и постоянная практика. Арабский язык считается одним из самых сложных для изучения, особенно когда речь идет о синтаксисе и морфологии. Но именно эти знания помогают учащимся глубже понимать религиозные науки и первоисточники. Советник главы региона Адам Шахидов отметил важность изучения арабского языка как ключа к пониманию религии и подчеркнул, что подобные конкурсы помогают молодому поколению лучше осваивать знания. Elşna bu sallallahu aleyhi ve sellem hudu xagerç iş bahyok şu daqşdu. Ot Qur'anaq bay marsuna taqi tarham amosh tsami sadorsh. Базовый первый кверт женщ. Первого уровня это кое наусар ахлач. Цамши ворт шинне элманга цамши жена. Он дикхай масала. Дикола яш дикхаюш дик дага амош. Кверт правилш базовый женщ фундамент тюс. إذا خاديز مسرنا صوت أعداء وقاوانا دعوة أتردو رجين بيوش دل حركة تريات سداو دي عبرتو داو علمو قاقي سودوخين. Участие в конкурсе приняли 30 студентов. Их разделили на две категории среди первого, второго и третьего, четвертого курсов. Организаторы отмечают, уровень подготовки у них разный, поэтому оценивать приходилось отдельно в каждой группе.
В самом конкурсе было несколько этапов. Один этап – это знание арабского языка именно. Второй и третий этап – знание синтаксиса арабского языка и морфологии арабского языка. Сам конкурс был письменным. Все вопросы были чисто на арабском языке. Ответы также были на арабском языке. Задача заключалась в том, чтобы закрепить изученный материал в течение 3-4 лет учебы в этом медресе. Всем участникам конкурса, тем, кто заняли места, были вручены подарки в виде исламских книг. Также были даны денежные призы в разных размерах, в зависимости от занятого места. Также грамоты и экзамены. Впереди у нас, по воле Всевышнего Аллаха, сессия в месяце июня. И все, кто занял места, им были закрыты автоматические экзамены по арабскому языку, синтаксису и морфологии арабского языка. В каждой категории определили по 3 призовых места. Лучший результат среди старших курсов показал Магомед Салах Тутаев. Признается, победитель было непросто, поэтому первому месту он особенно рад. دربعان بوت خنيرت خون كيه چنبا اتس بطن چوحا وردينا وسنت إحر كيرنا أستن ألسم خنيرش إشت بال برس وتيا ألسم عمو يشير خاطرش خلدر خيو قادر صور كلنا جو خسيت سون تاسادر. Подобные состязания помогают повышать уровень знаний учащихся и укрепляют интерес молодежи к исламскому образованию и изучению арабского языка. Мадина Кураева, Хусейн Мурдаханов, Магомед Бараханов. Вести, Чеченская Республика. Как защитить поля от амброзии, пройти госмониторинг зерна и правильно внести данные в информационную систему? Эти вопросы стали ключевыми на расширенном совещании Россельхознадзора с ведущими чеченскими аграриями. Встречу провели накануне активной уборочной кампании, которая стартует в июне. Репортаж Рабят Гайтиевой. Сегодня на площадке Министерства сельского хозяйства обсуждаются вопросы, от решения которых напрямую зависит будущий урожай. В совещании принимают участие руководители сельскохозяйственных предприятий из всех 13 районов республики. В центре внимания предотвращение блокировки реализации продукции из-за ошибок в системе, а также меры по недопущению распространения амброзии. 256 тысяч тонн зерна. Именно такой объем исследуют в Чеченской Республике в рамках госмониторинга. Специалисты оценят качество и потребительские свойства нового урожая во время уборочной кампании, которая продлится с июня по август. Это главный залог того, что на столы жителей попадет только безопасный и качественный хлеб. Тема мониторинга стала ключевой на расширенном совещании Россельхознадзора с ведущими аграриями. После уборки урожая в течение 2 дней сельхозпроизводитель формирует во весь зерно свою партию, также прикрепляет заявку о готовности отбора проб. Наши специалисты выезжают, отбирают образцы и направляют в испытательную лабораторию Кабардино-Балкарскую. Весь период готовности документов 7 рабочих дней. На потребительские свойства 3 дня. На расширенный протокол для получения декларации 5 рабочих дней. Особое внимание уделили цифровизации отрасли. Сегодня прозрачность рынка обеспечивает государственные информационные системы. Они связывают весь путь продукции от поля до прилавка в единую цепочку. Аграриям напомнили, своевременное внесение данных в цифровые базы обязательно. Без этого легальный оборот продукции просто невозможен. Вы посеяли семена, указали информацию про семена семеноводства, но вы не показываете зерно урожай, валовый сбор. Если вы посеяли пшеницу, условно, семена, значит, у вас должен быть и указан сбор урожая. То есть, если вы занимаетесь производством сельскохозяйственной продукции, в том числе зерновых, колосовых, значит, вы применяете какие-то там пестициды, удобрения и так далее. Значит, автоматом информация должна быть внесена в ГИС-Сатурн. Интеграция, она сделана, чтобы вот связать все 4 системы. Участники встречи также скоординировали планы по борьбе с опасными сорняками. Главная задача – локализовать и ликвидировать очаги амброзии. Этот карантинный вредитель не просто истощает почву и губит урожай, но и является сильнейшим аллергеном. Остановить его распространение можно только сообща, скоординированными действиями надзорного ведомства и фермеров. В этом году из-за холодной весенней погоды и дождливой погоды сходы появились позже, чем в прошлом году. Актуальная тема. Мы сегодня доводили эту информацию до сельскохозяйственных товаропроизводителей, чтобы оперативно приняли меры, агротехнические, химические меры по борьбе с амброзией.
до цветения амброзии, потому что период цветения, это условие нашей республики, получается июль-август месяц. Период цветения амброзии образует огромное количество кольцей, многоплятных дыханий, которые вызывают аллергические заболевания в людей. Поэтому наша цель максимально охватить территорию республики агротехническими мероприятиями до июля месяца. Кавказское межрегиональное управление Россельхознадзора вступает гарантом качества чеченской продукции на международной арене. Ведомство сертифицирует экспортные партии зерна и других сельхозтоваров, подтверждая их соответствие стандартам стран-импортеров. Одновременно с этим служба стоит на страже продовольственной безопасности, оперативно пересекая попытки ввоза некачественной или потенциально опасной импортной продукции. Рабят Гайтиева, Алисхан Кацулов, Сайтелион Пукаев. Вести, Чеченская Республика. В Грозинском аэропорту встретили Муслима Мальсагова, бронзового призера чемпионата Европы по бразильскому джиу-джитсу. Выступая в составе сборной России в Армении, спортсмен боролся в весовой категории до 92 килограммов. О том, как чествовали атлета, в репортаже Ахмеда Рамазанова. Бразильское джиу-джитсу – один из популярнейших видов спорта в мире. В регионе раньше оставался в тени других боевых дисциплин. В последнее время спортсмены активно начали изучать бразильский стиль из-за его эффективности и универсальности. Его можно использовать в смешанных единоборствах, совмещая с борьбой. Главная цель БЖЖ – заставить противника сдаться с помощью болевого или удушающего приема, используя его собственную силу и рычаги. Накануне прошел чемпионат Европы по данному виду спорта. Муслим Мальсагов занимается джиу-джитсу 9 лет. В этом году прошел через жесткий отбор сначала в региональных, а после на всероссийских турнирах, благодаря чему завоевал путевку на чемпионат Европы, где по итогу занял бронзовое место. Сегодня в аэропорту Грозного призера встречают близкие и родные. Чемпионат Европы, отбор. Москва, Кубок России первый. На чемпионат Европы, отбор Европа, Кечембеш. Таншимбака, Кечембенерас, Вайзал Чо. Зелем Олчата Султанов. Ю Шикирахал, Европа Хелли. Туля, сборная России, сборщар, Шинкина, сборщин, Армения, чемпионат Европы, сега, третья. Соревнования, что важно, ярсу, сосабе нохчуваться, сега, что толамбах, омана, залчер, за тренера на яхкамба, толамбах, что. Подготовка к соревнованиям проходила под руководством Зелима Тавсултанова, который работает с ним с самого начала его спортивной карьеры. Он отметил самые важные качества Муслима, которые помогли ему забраться до такого уровня. Дисциплинированный характер ушел. Хокшера вахтин целер, так Европе мире чакдо. Так отборшка чакавяла, Европе варнистела. Завод финала, шесть сборную сборная России юкерчун снисавяла. Цун проиграть нистела. Юха за третье место Латвия шелоша, за третье место. Хаткая хандел гетамца, третье вяла. Благодаря таким достижениям спортсменов региона данный вид спорта активно набирает популярность в субъекте. Начинающие спортсмены, следуя примеру старших, активно занимаются по данной дисциплине. Ахмед Рамазанов, Алисхан Кацулов, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика. На этом пока все. Много интересного контента смотрите на аккаунт о войнах в социальных платформах. Я Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только позитивные вести.